Достижения в сфере образования и перспективы развития обсудили в Нур-Султане. Во Дворце школьников состоялся столичный форум с участием лучших представителей и ветеранов педагогической отрасли. Форум посвятили 30-летию независимости страны. Что сделано за это время и что еще предстоит в материале моих коллег. Становление самостоятельного государства, а позднее и новой столицы. Свою лепту в выполнение этой сложной задачи внесло и педагогическое сообщество. На сегодняшний форум пригласили тех, кто продвигал столичное образование на передовые позиции. Среди них в прошлом учитель истории, а ныне мажилисмен Амирхан Рахимжанов. Я проработал 3 года руководителем системы столичного образования. Было очень сложно. Не хватало школ, не хватало детских садов. Школы строились, скажем, очень редко. Сегодня, если сравнивать систему образования и качество образования тех лет, и сегодня произошел резкий скачок. За 3 десятка лет в образовании действительно произошло много изменений. С каждым годом школ становится все больше. К примеру, только на этот год запланировано строительство 15, 8 из них уже открылись. Немало делается и для дошкольного образования. Я рада, что работаю воспитателем более 30 лет. Сколько поколений мы воспитали за годы независимости. Я думаю, что нам есть еще много чего дать молодым специалистам, которые следуют за нами. Поздравляю всех с 30-летием независимости нашей страны. Цель форума – показать достижения столичного образования, определить курс развития. Участники обсудили, какими видят перспективы роста. Да, спорных вопросов много сегодня в образовании, но это сфера, которая реформируется, и причем каждое реформирование должно доводиться до конца. Подход должен быть очень ответственный подход каждой реформе. Цель одна – это дать качественное образование нашим детям. Также презентованы инновационные образовательные проекты, программы и технологии. Лучшие организации образования и педагогические коллективы представили свои работы. Сауле Байгелиева, Баужан Жолдыбарин, Астана Таймс.